Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Извещение о том, сколько лет стажа необходимо для выхода на пенсию по старости. С будущего года Пенсионный фонд России будет информировать граждан о предполагаемом размере страховой пенсии. Социальная помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Нейрюнгре стартовала акция «Помоги пойти учиться». Достойные результаты в преклонном возрасте. Якутяне Антон Адамов и Александр Скрыбыкин завоевали золотые медали на открытом Кубке мира по пауэрлифтингу. С 2022 года Пенсионный фонд России начнет проактивно информировать россиян о предполагаемом размере страховой пенсии по старости, а также о пенсионных накоплениях. Соответствующий порядок утвердил глава Минтруда Антон Котяков. Вся информация будет приходить человеку в личный кабинет на портале госуслуг. Те же, кто не использует портал госуслуг, смогут получить такие сведения при личном обращении в территориальный орган ПФР. Проактивно уведомления будут приходить раз в 3 года мужчинам с 45 лет и женщинам с 40. В уведомлениях будет отражено, каким является размер пенсии по старости, исходя из уже накопленных пенсионных прав. Также в уведомлении будет содержаться напоминание об условиях выхода на пенсию по старости. Например, сколько лет стажа еще необходимо для этого приобрести. Тем временем президент России Владимир Путин подписал 2 указа о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Одним указом такая выплата назначается пенсионерам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной и противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Национальной гвардии и органах принудительного исполнения. Второй указ распространяет такую выплату на остальные категории пенсионеров. Согласно документам, единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты. Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. О текущей ситуации с лесными пожарами. Доброе утро. Сегодняшний час на территории республики действует 50 пожаров. Из них тушатся 15. За сутки локализовано 6 пожаров, ликвидировано 5. К сожалению, вновь обнаружено 12 пожаров. На этих пожарах работает 1247 человек, 107 единиц техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики привлекались 12 воздушных судов. Также работала авиация по сбросу воды. Было совершено 38 сбросов, это более 300 тонн воды. Передислокация была совершена 221 человек. Работы по тушению пожаров продолжаются в 8 районах. Это Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мирнинский, Тампонский, Усьмайский и Чурапчинский. Угроз населенным пунктам и объектам экономики на сегодняшний час не отмечается. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. В Якутии продолжается реализация федерального плана к столетию Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Так, в столице региона проходит финальный этап реставрации исторического здания галереи зарубежного искусства. О том, какие новшества ожидают поклонников художественного искусства, в материале Саргыланы Неустроевой. Зданию казначейства, ныне галереи зарубежного искусства, более 100 лет. Это один из самых значимых исторических объектов Якутии. Его реставрация открывает новые возможности не только для самой галереи, но и для всех поклонников художественного искусства. Обновленные залы, дизайнерские концепции, конечно же, техническое оснащение. Все это, по словам директора галереи, позволит посетителям насладиться уникальными коллекциями крупнейших музеев и галерей страны. Ранее это практически не представлялось возможным. Строгие требования к хранению легендарных полотен Якутская галерея зарубежного искусства не проходила.
полностью заменена система вентиляции, пожаротушения, поскольку есть определенные требования для хранения очень таких ценных работ, которые у нас находятся в галерее. И как раз-таки новые системы, они будут обеспечивать соблюдение влажностного режима, режима вентиляции, необходимого для хранения живописных полотен. Кроме того, был отреставрирован фасад самого здания. Сохранить удалось даже оконные рамы. Благоустроена будет и прилегающая территория галереи. Реставрация – это всегда трудно. Но главное – сохранение исторического облика здания. Второй этаж полностью практически закончили, осталась только покраска стен. А на первом этаже начинаем уже. Объект сдадут уже в ноябре этого года. Далее начнутся работы по обустройству помещения. Самая сложная – транспортировка картин. Специалисты уверяют, делать это зимой в экстремальные холода практически невозможно. Однако, по словам директора галереи, успеют как раз к столетию Якутской ССР. Конечно, будет обновленная экспозиция, и мы очень надеемся, что произведения зазвучат по-иному, иначе. Нами разработан дизайн-проект галереи. Внутренние интерьеры будут посвящены тому или иному направлению. Реставрация галереи – один из многих пунктов федерального плана подготовки к столетию республики. Всего на ремонт и реставрацию культурных объектов было выделено более 160 миллионов рублей. Работы велись на протяжении 2 лет. И уже к концу этого года обновленные театры, музеи и галереи снова откроют свои двери для посетителей. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. В Нерюнгри стартовала ежегодная межведомственная акция «Помоги пойти учиться», направленная на оказание социальной помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации, с целью их дальнейшего устройства в образовательные учреждения. Акция проводится комиссией по делам несовершеннолетних совместно с работниками учреждений социальной защиты населения, образования, здравоохранения, правоохранительных органов, опеки и попечительства, отдела социальной и молодежной политики и Центра занятости населения. Помочь нуждающимся школьникам могут предприниматели, жители Нерюнгринского района и все неравнодушные граждане. С 28 по 31 сентября все необходимые принадлежности и школьную форму смогут получить 26 ребят, находящихся в социально опасном положении, и 30 находящихся в трудной жизненной ситуации. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав обращается к жителям Нерюнгринского района, предпринимателям Нерюнгринского района и любому неравнодушному гражданину с целью оказания помощи, благотворительной помощи деткам, которые идут в образовательные учреждения. От вас необходимо личное участие, доброе сердце и любая вещь, которая принесет пользу в дальнейшем обучении нашим несовершеннолетним гражданам. В скором времени жители микрорайона Алроса города Ленск смогут заниматься спортом недалеко от дома. В этом отдаленном от центра районе нет спортзалов, поэтому такая альтернатива, как спортплощадка в летний период, хороший подарок для жителей. Уже несколько недель они следят за работами на месте старой площадки. Здесь был проведен демонтаж прежних конструкций и идет установка ограждения, а параллельно подрядчики бетонируют площадь под будущее баскетбольное поле, которое будет покрыто резиновой крошкой. Также здесь появится несколько уличных тренажеров. Золотые медали открытого Кубка мира по пауэрлифтингу в возрастных категориях до 65 и 70 лет завоевали якутяне Антон Адамов и Александр Скрыбыкин. По словам тренера, мастера спорта России по пауэрлифтингу Виктора Журина, спортсмены из Якутии показали достойные результаты. На спортивной арене ЦСКА Антон Адамов сделал 6 подходов и поднял рекордные 221 килограмм. Александр Скрыбыкин также установил новый рекорд в становой тяге, подняв вес в 220 килограмм в возрастной категории до 70 лет. Тяжелоатлеты из Якутии выполнили нормативы мастеров спорта международного класса Всемирной Федерации пауэрлифтинга. Александр Скрыбыкин занимается пауэрлифтингом порядка 2 лет. Также он является мастером спорта по масс-рестлингу. Я считаю, что это более чем достойный результат даже для молодых спортсменов. Поднять 220 килограммов – это
Это достаточно непросто. Считаю, что у Александра очень большой потенциал, несмотря даже на его возраст, что он вполне может и 250 поднять в будущем. Команда блогеров-путешественников «Ковсбои» прибыла в Якутск. Автотуристы начали свой путь в Москве месяц назад. Конечным же пунктом является Магадан. С путешественниками встретился Власий Сергеев. Позади 10 тысяч километров пути. Чтобы преодолеть это расстояние, команде блогеров понадобилось 28 дней. Якутск стал 13-м по счету городом, в котором автопутешественники сделали остановку. Конечным пунктом автобуса, выехавшего из Москвы, является Магадан. Про Магадан, про трассу Колыма практически никто из путешественников ничего хорошего сказать не может. Мы хотели сами посмотреть, что это такое. Мы знаем фотографов, которые уже здесь побывали, проехали по этой трассе, тоже от Якутска до Магадана. Они в восторге. Мы тоже захотели посмотреть сами, показать людям, преодолеть стереотип и при этом сделать все это красиво и интересно. Для преодоления маршрута блогеры выбрали КАВС 2006 года выпуска. На приобретение автобуса было потрачено 160 тысяч рублей. Еще столько же денежных средств было вложено в ремонтные работы. Автотранспортное средство должно быть запоминающимся, ярким, вот этим удивительным, с этой харизмой и легендой. И коим является и КАВС тоже. И он пассажироемкий, тоже немаловажный факт. Ну и ремонтопригодность, потому что его можно починить в любом селе, то есть газиков, вот на базе которого он сделан, мы встречали просто полным-полно везде. Автобус блогеров служит не только средством передвижения, но и мобильным арт-объектом проекта. Вероника Баландинская время от времени наносит на кузов рисунки, связанные с местом пребывания автоэкспедиции. Ну, как для меня эта поездка – это своеобразный перформанс. То есть в современном искусстве, помимо визуальной составляющей, важен и сам жест. Получается, да, там в разных местах рисунок дополняется и создается по мере передвижения по маршруту. Вот. И к Магадану, получается, автобус будет полностью расписан. До конечного пункта маршрута осталось около 2000 километров. Уже на следующей неделе разрисованный автобус с блогерами должен доехать до Магадана. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.